Добрый день! В прямом эфире уфимская радиостанция «Эхо Москвы», авторская программа «Послесловие». Студия Азамат Саитов, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также транслируется в прямом доступе в Фейсбуке, Ютубе. Итак, мы начинаем. Для любого из нас срок, прожитый за 6, скажем, последних месяцев, рядовой, в общем-то, факт. Но иное дело, если речь об итогах полугодичного руления одним из крупнейших российских регионов кем-либо, да еще с достаточно частым сопоставлением с предыдущими руководителями. В минувший четверг незаметно для многих СМИ Башкортостана прошла дата прихода к власти Радия Хабирова. А зря, что событию не придали должного внимания. В данном случае мы вправе были ожидать серьезной аналитики тех изменений, которые произошли не только в верхних эшелонах региональной власти, но и в умонастроениях населения в целом. И если о первом аспекте мы достаточно неплохо осведомлены, то второй, как мне кажется, требует более пристального к себе внимания. В качестве эксперта на сегодняшний эфир я пригласил политолога Владимира Савичева. Добрый день и вам. Добрый день. Вот предмет нашего разговора видится мне таким, что особо запомнилось вам за последние полгода с момента, как 11 октября республику возглавил в Рио главы Радий Хабиров. Предлагаю вам самому обозначить те рэперные моменты, которые, на ваш взгляд, получили особый резонанс в обществе. Ну, прямо загибая по пальцам. Просто резонанс в обществе или те моменты, которые сущностные с точки зрения формирования политической системы? Как вам угодно. Ну, я в большей степени все-таки я предполагал, что вы, может быть, хронологически начнете. Хронологически, если, то первое, самое главное, это то, что Радий Хабиров выиграл вот эту внутреннюю конкуренцию за право быть назначенным в Рио главы в республике. Потому что это такой ключевой момент во всей этой истории, и не случись этого события, то вполне возможно, да, по-другому бы развивалось. Ну хорошо, 11 октября наступило. И вот мы на минувшей неделе, в четверг, должны были бы, может быть, как-то так вот, более пристально вглядеться в этот полугодичный срок. И вот если брать отчет с 11 октября, то вот какие бы события вы по хронологии отметили бы как, такие рэперные точки? Ну, это изменения в правительстве, прежде всего, те, которые произошли. Это его, так скажем, такой призыв к консолидации, к тому, что он прекращает конфликты, во всяком случае, активные публичные конфликты в элитном пространстве. Ну да, я помню фразу, у нас не будет ни рахимовских, ни сарабаевских, ни хамитовских. Это было продемонстрировано на его послании, очень так наглядно, и само послание было нестандартным, оно так очень сильно отличалось от того, что у нас было до сих пор, и по манере подачи, и по поставленным задачам, и по многим направлениям. Еще один момент, который у нас прошел совершенно незаметно, то, что он заново подписал стратегию 2030, очень сырую, очень не готовую к реализации. И назначение, это немножко не по хронологии, но назначение главы Уфы, потому что это очень показательная вещь. Ведь Уфа — это не просто столица, это такая территория, от самочувствия, на которой зависит во многом отношение общества к власти. Вот, когда мы говорим о том, что у нас власть базируется на электорате сельской глубинки, это до сих пор так, то мы не должны сбрасывать со счетов и то, что та картинка поддержки власти, которая есть, она все-таки формируется по столице. Потому что любой, кто хочет, так скажем, быть услышанным, он все равно приезжает в столицу для того, чтобы здесь обозначить свою позицию. Я согласен с вами, что Уфа — это все-таки в какой-то степени, наверное, законодатель умонастроений. Это везде так. Точно так же Москва для федерального центра, точно так же Казань для Татарстана. Это везде так, абсолютно. И вот из последних событий это его выступление на
соответствующем совещании в Москве, Минэкономразвития, где, в общем, были высказаны моменты, которые не совсем, так скажем, дорешены и согласованы, и это ставит его в очень такую сложную позицию по отношению к достаточно крупным игрокам в экономическом, политическом пространстве, особенно учитывая то, что сейчас в такой активной фазе борьба за то, кто, так скажем, будет у вершин власти после 2024 года. Вот здесь надо быть очень-очень осторожным во всех этих вещах, потому что все равно любой политический процесс в любом регионе, о котором мы сегодня говорим, он рассматривается через призму 2024, смена власти. Это вопрос сегодня, так скажем, то, что в наибольшей степени интересует ключевые политические структуры страны, и если кто-то пытается это игнорировать, то, значит, он не видит своего будущего после 2024 года. Понятно. То есть вот у вас такое вот, скажем, видение хронологическо-политическо-общественное. Да, то есть я сознательно не рассматриваю отдельные там элементы, которые у нас очень активно пиарились, типа там транспортных проблем, типа там подъездов и так далее, поскольку это моменты, которые, ну, так скажем, больше для разговоров, чем для укрепления властно-субъектных отношений. Ну, не знаю, я, в принципе, когда вот для себя попытался вот хронологически тоже представить рэперные вот эти события, я, наверное, все-таки исходил из, скажем так, понимания обывателя. Ну, я, по сути, это обыватель. Я брал в расчет именно вот то, от чего вы почему-то ушли. Вот именно первым пунктом я поставил вот борьбу с Техасом на улицах Уфы. Ну, это, естественно, это было резонансное, скажем так, вот его начало руления республикой, скажем, а потом разборки в системе здравоохранения, вот то, что вы говорили, что кадровая вот, ротация изменений в правительстве, но это не только Минздрав, там и другие, конечно, были изменения. Потом я, естественно, для себя отметил вот ЖКХ, вот эти вот качели, нужны, не нужны, вот эти, помните, вот качели, которые благоустройство подъездов, то есть и борьба с ямами сегодня, потом это борьба с турникетом, анекдот с турникетами. То есть я вот такие, конечно, выставил события, но у вас другое видение. Социология показывает, что людей в первую очередь интересуют их доходы. Понятно. Их уровень жизни. Принимается. Он складывается не из того, сколько ям будет, хотя дороги людей тоже интересуют, потому что у нас сегодня очень мобильное общество, и очень многие люди, они постоянно ездят не только на работу, но и там отдыхать, и к знакомым и так далее. Сегодня и автомобилизация общества достаточно серьезная у нас, поэтому дороги, да, людей тоже интересуют. Но людей больше всего интересуют их собственные доходы. А вот эти доходы, они могут быть увеличены только, если будет качественно изменена сама модель экономики. То, о чем говорится о прорыве. Вот это, безусловно, более сущностный момент, чем покраска подъезда. Хорошо, вот, а почему за последние полгода мы не видели вот такой серьезной экономической аналитики, СМИ, с высоких трибун? Почему нету людей, экспертов, которые могли бы разумно, где-то так обстоятельно и с определенной логикой дать понять нам вот, систему нововведений, которые пришли нам, начиная с 11 октября. Вот до этого 8 лет у нас в республике была интересная имитация деятельности, а не достижение конкретного результата, конечного результата. Поэтому... Вы напрочь отвергаете, говорите, полностью имитация? Или что-то было все-таки? Давайте посмотрим, какое действие было доведено до конца. Даже сами лозунги, это были не лозунги достижения конкретного результата, а лозунги процесса. Работа для людей. То есть работать для людей можно бесконечно. Какой конкретный результат мы должны получить в результате этой работы? Что человек должен почувствовать, чтобы он сказал, да, для меня сработали. Если мы говорим, допустим, что мы в республике получили там доход населения выше среднего по Российской Федерации, да, это работа для людей.
Если мы говорим о том, что у нас все дети пошли в детские сады, и там группа не 48 человек, а нормальная группа, там 15-17 детей, да, это работа для людей, но пока 48 в муниципальных детских садах. Поэтому это было изображение деятельности, а не достижение конечного результата. Хорошо. А вот сокращение ФАПов, это конкретно, что было сделано. Хорошо, это болевые точки, то, о чем, как мы раньше говорили, говорил народ на кухне. Самое интересное, что вслед за этим последовало. А не нужны были люди, которые достигают конечного результата. Нужны были люди, которые показывают очень хорошую имитацию процесса. Принимается. Аллах с ним, с этим 8-летним периодом. Вы просто спрашиваете, а где эти люди? Вот в течение 8 лет в республике эти люди были не нужны. Откуда они появятся? Ничего само по себе не происходит. Если мы говорим о том, как формируется, допустим, сильная экономическая школа, да повседневно. Когда у тебя стоит задача решить вот эту конкретную проблему, создать, допустим, программу социально-экономического развития региона, которая опирается на достижение конкретных результатов. Не в общем, как это, почему я говорю о стратегии 2030, как о таком документе, ну, так скажем, больше изображающим деятельность. Давайте посмотрим, что там говорится о инновационной экономике. Но это тоже из разряда то, что будет завтра, а не сегодня. Там очень интересно прописан механизм. Вот, ну, допустим, понятно, но... в инновационной экономике сегодня у нас 2% предприятий, которые занимаются инновациями, к 30 Давайте останемся каждый при своем мнении. Их должно быть 50%. За счет чего? Руководство в этом случае стихами, словами Маяковского. Люблю я наших планов Громадье. Хорошо. Да нет, в том-то и дело, что когда план создается под достижение конкретного результата, вот спросите любого бизнесмена, для чего он пишет бизнес-план. Нормальный бизнесмен, который понимает, что бизнес-план — это руководство к действию, по результатам которого он должен получить прибыль и конкретную отдачу, он пишет бизнес-план для того, чтобы понимать, он в правильном направлении развивается или нет. Он правильно понимает ситуацию на рынке или неправильно. И если он видит, что бизнес-план не соответствует практике, значит, для него это сигнал, что надо что-то менять здесь. Хорошо. Я боюсь, что просто мы уйдем от основной темы. Все-таки, мы по основной теме говорим. Да, понятно, конечно. Но мы все-таки, я бы хотел, чтобы мы сегодня поглядели бы более пристально вот этот срез полугодовой, который мы прожили. Вот теперь, а пришли ли люди с хорошей экономической школы, экономической идеей? А пришли ли они? Вопрос. Нет, не пришли. Так что полгода пропали впустую, мы так и не, вернее, не мы, они не пропали впустую. В Рио не создал такой вот резерв кадровый на сегодняшний день, который хотя бы подавал нам надежду, что завтра будет лучше, чем сегодня. Если бы он готовился к этому приходу хотя бы там в течение года... А вы думаете, он не готовился? Он не знал, выиграет ли он эту аппаратную борьбу или нет. Это стало понятно примерно к сентябрю месяцу. И то это было настолько, так скажем, шатко, что ни в коем случае об этом нельзя было говорить вслух. Поэтому вот этот вот приход, он немножко внезапный. Поэтому он пришел с теми людьми, которые у него есть. Хорошо. Вот тогда факту. Вопрос такой. Вы говорите, приход был внезапный. Внезапный и для него тоже? И для него тоже. Вот я вернусь вот к этому моменту ближе к концу нашего разговора, когда мне будет понятна, например, философия ваших взглядов. Я бы хотел тогда вот немножко вот повернуть разговор в сторону личностного понимания самого ВРИО. Вот сегодня на оперативке я обратил внимание на его, в принципе, естественно, для него реакцию. Когда вот говорили об общественном транспорте, о проблемах, он не скрывал, что сказал, что я возмущен. То есть это чисто человек в него вырвался. Он возмущен и оборвал доклад этого несчастного Мухамедьянова, сказал, что бравурный доклад, и тут же достался и уфимскому градоначальнику тоже по ситуации с городским транспортом. Вот как вы считаете, все ли правильно было им сделано, начиная с октября? Или все-таки в какой-то степени... Я понимаю, что он хочет сделать как лучше, но есть один минус — быстро. А вот его не было 8 лет в республике. Ну да, он держал руку на пульсе. Больше. После 2008 года. 10 лет. 10 лет. Он руку держал на пульсе, естественно.
жил, скажем, знал, чем живет республика, но помимо этого у него своих там задач-то было полно. И в Кремле, и в Госдуме, и в Крыму, как говорится. Вот он пришел сюда наверняка с каким-то пакетом замыслов. Вот он правильно начал двигать фигурки на шахматном столе? Политика — это искусство возможного. То есть человек может хотеть очень многого, но вопрос, есть ли для этого ресурсы? Есть ли полное понимание самого механизма? Есть ли поддержка там других субъектов политики, которые тоже влияют на ситуацию? И поэтому он не свободен в своих действиях. Он вынужден делать то, что позволяет ситуация. Вот насколько он сегодня не свободен в своих действиях? Как любой другой политик. Все не свободны в своих действиях. Это такой миф, что чем выше политик поднимается, тем больше у него степень свободы. Там просто появляются другие возможности задачи. У него есть. Возможности другие, но и задачи другие появляются. Вопрос, для чего ты эти возможности используешь? Для решения какой-то локальной маленькой задачки для себя, да, возможностей более чем достаточно. Но если ты это делаешь для того, чтобы развивать систему политическую, если ты видишь, в том числе продолжение ее после того, как наступит день, когда ты уходишь от власти, это совсем другой масштаб проблемы. Это совсем другие... А может, не надо было ему, вот вопрос такой обыватель, а может, не надо было ему ударяться во всю эту мелочевку? Ну, не мелочевка, это, конечно, и общественный транспорт, и цены на лекарства, это не мелочевка, естественно. Может, надо было ему прийти, затаиться на месяц, на два, присмотреться, собрать информацию, невозможно. А не с места в карьер. Это невозможно. Нет, просто вот такую точку зрения мне приходилось слышать от многих моих собеседников. Дело в том, что как это было в 2010 году, так и сейчас мы видим одну и ту же ошибку в, так скажем, пиар-компании пришедшего руководителя региона. Это попытка нагнетать ожидания, позитивные ожидания в отношении его работы. То есть, когда еще не создана система, когда еще не расставлены люди, когда еще окончательно... Не раскачан бюрократический аппарат, устоявшийся годами. Руководитель еще не вполне вошел в курс дела, как это все работает на местах, как это все движется, а уже есть большие ожидания, которых, так скажем, нагнали. И в результате люди сначала, конечно, ведутся за этими ожиданиями, потому что всем хочется жить хорошо и сегодня. И когда эти ожидания не выполняются на практике, начинается разочарование. Ну так вот, я о другом говорю. Может, не стоило вот эту торопыжность проявлять? Может, надо было просто прийти, сесть и присмотреться? Он как раз не проявляет торопыжность. И вот посмотрите, сегодня в самом выигрышном положении те люди из его команды, кто не попадает вот в этот яркий прожектор публичности. Потому что у них есть самое главное время вникнуть в ситуацию, расставить людей, найти ресурсы, понять, как работает механизм. И вот они-то как раз сегодня готовят для себя плацдарм для того, чтобы решать, ну, действительно серьезные задачи. Хорошо, но те нерадивые руководители, которые сегодня становятся объектами его критики на тех же совещаниях, они ведь в какой-то степени подводят и его, то есть негатив и обращен в сторону и врил главы. Но дело в том, что невозможно, так скажем, сделать, как есть анекдот насчет того, что в советские времена вот вы поедете за границу через месяц, но вы должны быть женаты, и у вас должен быть ребенок. Ну, а как я смогу? Надо для этого 9 месяцев хотя бы одну женщину. Нет, мы вам дадим 9 женщин 1 месяц, и вот сделайте так. Вот здесь та же самая ситуация. Здесь на самом деле не надо нагнетать вот этих ожиданий, потому что ситуация, она подводилась... Их нагнетают или они сами нагнетаются естественным путем? Нагнетают. Кто? Потому что люди, которые делают пиар-компанию главе. Потому что вот он, когда ездит, он встречается с людьми, он понимает весь масштаб проблем. Он понимает, что вот за конкретный То есть в первой половине нашего разговора, наконец, я понял одну вещь. Вы, как политолог, не совсем одобряете пиар-технологии, которые сегодня применяют люди. Это же повторение того, что уже было в 2010 году. Понятно. Понятно. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире авторская программа «Послесловие». У меня в гостях политолог Владимир Савичев. Мы уйдем сейчас на пару-тройку минут на федеральные новости. После этого обязательно вернемся. В эфире программа «Послесловие». Не уходите далеко от своих радиоприемников.
Москве 13 часов 30 минут на Эхе новости. Детские пособия и выплаты безработным вскоре в России будут перечислять только на карты МИР. Об этом говорится в принятом правительством постановлении. Как сообщает РБК ранее, на карты национальной платежной системы МИР обязали перечислять зарплаты бюджетников, стипендии студентов и пенсии. Завершить перевод всех выплат на карты МИР должны к 1 июля 2020 года. Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу 7-й студии. Таким образом, суд согласился с стороной защиты. Рассмотрение дела отложено до середины июня. Напомню, фигурантам дела 7-й студии, в том числе режиссеру Кириллу Серебренникову, инкриминируют хищение бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора Роснано Леонида Меламеда. Ему инкриминируют растрату свыше 200 миллионов рублей. Адвокат Александр Аснис сообщил их, что Меламеда к следователю пока еще не вызывали. Нам неизвестно, какие следственные действия в настоящее время осуществляет Следственный комитет, поскольку Меламед пока на следственные действия не вызывался. Поэтому мы просто ждем, когда Меламед будет вновь вызван для проведения каких-то следственных действий. Никаких следственных действий с сотрудниками Роснано, никаких обысков, никаких выемок в Роснано не проводится. Следствие выполняет указания генерального прокурора. Генеральный прокурор выполнил указания суда. Напомню, в конце 2017 года суд вернул дело Меламеда на доследование. В России появится собственный механизм выплаты компенсаций за нарушение условий содержания заключенных. Замглавы Минюста Михаил Гальперин сообщил сегодня, что правительство завершает работу над законопроектом, который предусматривает внесение новых норм в Кодекс административного судопроизводства. Он подчеркнул, что истец сможет рассчитывать на компенсацию в российском суде, не обращаясь в Европейский суд по правам человека. Жалобы на нарушение условий содержания под стражей составляют в Страсбурге самую большую категорию жалоб от россиян. Военный конфликт России с НАТО был бы катастрофой для всего человечества. Так сегодня сказал интервью агентству РИА Новости замглавы МИДа Александр Грушко. По его словам, сейчас существует риск непреднамеренных инцидентов и неправильно понятых намерений. Грушко отметил, что Москва не собирается участвовать в гонке по наращиванию бюджетов с Североатлантическим альянсом. Официальный курс доллара установлен Центральным банком на завтрашний день составляет 64 рубля 25 копеек, евро 72 рубля 70 копеек. В Москве немного теплее, сейчас плюс 9 градусов, давление 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 32%, ночью обещают около нуля, завтра днем без осадков, плюс 11-13 градусов. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. 16 апреля в зале White Hall поэт, публицист и литературный критик Дмитрий Быков расскажет все о русском анекдоте как о литературном жанре. В программе интересные вопросы, неожиданные ответы и встреча с единомышленниками. Начало лекции в 19 часов. Билеты на сайте прямая.ру и в кассах кассир.ру. Справки по телефону 8 917 348 03 50. Организатор лектории «Прямая речь». Возрастная категория 18+. В среду 17 апреля с 4 утра до 12 часов дня услышать «Эхо Москвы» можно будет только через интернет на сайте echo.msk.ru. С 12 часов все передачи будут выходить в обычном режиме. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Остановка. Тукталыш. Остановка транспорта. Транспорт тукталышы. Остановка транспорта. Транспорт тукталышы. В Уфе остановка транспорта упала из-за сильного ветра. Өфөлә көсле ел аркаһында транспорт тукталышы аунаган. В Уфе остановка транспорта упала из-за сильного ветра. Өфөлә көсле ел аркаһында транспорт тукталышы аунаган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саидовым.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Это авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. И у меня в гостях сегодня политолог Владимир Савичев. И мы пытаемся подвести итог тому событию, которое вроде бы мы должны были отмечать в минувший четверг, а именно полугодовое руление регионом в Рио главы республики. Вот такой вот вопрос. Оставим пока в стороне вот эти вот искренние порывы в Рио по лучшему рулению региона. Но вот какую бы вы лично оценку поставили бы команде в Рио? Справились они на тройку, двойку? Все ли сели они на своем месте? Ждать ли в ближайшее время вот ваше предвидение кадровых перемен? В какой конкретной сфере? И все ли идет так, как, возможно, задумывал Ради Хабиров еще в октябре? Ну, я бы не стал ставить всем однозначную оценку, потому что, во-первых, еще команда до конца не сформировалась. Есть люди, которые работали... Я команду имею в виду, в первую очередь, костяк, который с ним приехал. А тоже разные люди. Есть люди, которые, может быть, не работали вот в таком масштабе, да, в масштабе региона. Да. Город, но регион, они разные вещи. Искренне хотят показать свою состоятельность, они хотят, так скажем, свой профессионализм развивать, они хотят выполнить те задачи, которые перед ними поставлены, но им для того, чтобы войти в курс дела, необходимо время. Им необходимо реальное понимание того, что здесь произошло. Ведь общество изменилось не потому, что там социальные сети появились. Общество изменилось потому, что у людей накапливается жизненный опыт жития вот в нашей рыночной экономике. Со всеми там плюсами, минусами и так далее. И люди сегодня становятся более индивидуальными. Вот даже такой момент. Сейчас большинство башкир становятся городскими жителями. А это же совсем другая культура, это совсем другие, так скажем, взаимодействия. Вот в свое время там русские прошли вот эту стадию урбанизации, татары прошли и так далее. Сегодня башкирский этнос проходит эту стадию урбанизации. А как это оценено? А как это воспринято? А как это понимается? Пока вот я этого не вижу. Второй момент. Я что-то не вижу значимости вот этого нюанса. Как-то так вот в этом контексте нашего разговора. Ну да ладно, хорошо. Второй момент. У нас на сегодняшний день встает вопрос, а насколько вот республика готова к рывку? А что значит рывок? Мы сделали рывок в 30-х годах, очень серьезно. Потом сделали рывок в 40-х, в 50-х годах. У нас каждое десятилетие был рывок. За счет чего? А у нас появлялись новые отрасли экономики. А у нас очень существенно менялась структура общества. А у нас появлялись новые рынки сбыта. А у нас появлялись новые задачи. А у нас даже вот люди, которые получали высшее образование, из, так скажем, огромного дефицита, когда любой человек с высшим образованием ценился на вес золота, они сегодня становятся, ну, такой очень большой частью населения. Не, ну вы сейчас вот как-то немножко некорректно проводите сравнение, потому что вы вначале берете в качестве примера большую страну СССР. Вспомнили индустриализацию, вспомнили БАМ, освоение космоса, возможно. Но ведь опять давайте вспомним Ленина. Ленин говорил, что невозможно построить социализм в отдельно взятом регионе. И невозможно улучшить жизнь в регионе, в отдельно взятом, если общая ситуация по России... Я с вами согласен, что все равно общая ситуация влияет на нас. Ну. Согласен. Ну, давайте посмотрим... Мы говорим за регион. Конкретные регионы, да. Какова у нас производительность труда в сельском хозяйстве? 360 тысяч на одного работающего. Мы берем Белгородскую область, 8 миллионов на одного работающего. Вот вам разница в регионах. Понятно, что там климат получше, чем у нас и так далее. Но вот вопрос сам, а почему такое происходит? А почему там в сельском хозяйстве они смогли добиться такой цифры, а, соответственно, это другое качество жизни на селе, когда вы производите такой большой объем продукта? И сегодня, когда мы говорим о прорыве, а за счет чего будет прорыв? То есть, если мы просто говорим об увеличении производства того, что у нас есть, прорыва не будет. Будет медленное движение вперед. Дай бог, чтобы оно было. Потому что мы производим тот продукт, которого на рынке и так много. То
То есть конкуренция на рынке сбыта. Аграрный сектор конкретно. Неважно, аграрный сектор, бензин, там, вертолеты и так далее. Много. Более того, сегодня по тому же Кумертау стоит вопрос, что нам не надо такого огромного количества производств. Давайте Кумертау у нас будет выпускать не вертолеты, а комплектующие. Комплектующие, я слышал об этом. И вот здесь становится проблема. Мы прорыв за счет чего будем делать? Если мы просто хотим увеличить объем производства на том, что у нас есть, прорыв не будет. Будет медленное движение вперед. Это тоже хорошо, это тоже замечательно. Вот вы затронули сами первым аграрный вопрос. Конечно, отчасти захромало наше сельское хозяйство еще при Муртазе Губайдуловиче, когда были очень большие случаи казнократства, когда нецелевой расходный интерес было, когда больше были дутые цифры. Но там сделали одну замечательную вещь, которую потом разрушили. На носу у Ради Хабирова посевная кампания. Как вы думаете, от того, как она пройдет, зависит рейтинг в Рио? Отношение на селе к нему зависит, да. Потому что уже сейчас вот сельчане говорят, ну вот проводятся вот эти оперативки. Но почему не на одной уже было, правда? Ну только на одной. Скользь. Да. Почему не говорится о подготовке сельского хозяйства посевной? Потому что у всех уже, как говорится, на парах. Уже где-то даже на поля вышли. И там мы все о ямах, о парковках и о транспорте. И надо понимать, что вот как раз на селе у него поддержка может быть очень-очень высокой. Но для этого сельчанам надо показать, что интересуются не только вот этими вопросами там, транспорта и ям, но интересуются и вопросами, как пройдет посевная. Для них это принципиально важно. И они об этом говорят вслух. И это слышно. Но на уровне верхов не слышно. Ну, до них тоже это доносит. Другое дело... Министр сельского хозяйства, по-моему, давно уже не выступал на этих оперативках. Как-то он выступил с отчеткой, с скучным изобилием цифр. С министром сельского хозяйства встречались на выставке, посвященной там, развитию агробизнеса. Здесь вопрос в другом к министру сельского хозяйства. У нас вот есть план развития там, нашего агросферы, но в этих планах ничего не говорится о ключевом аспекте. А где рынок сбыта нашей аграрной продукции? Потому что сейчас с любым, так скажем, фермером или там, бизнесменом поговорить, кто работает, они говорят, сбыт ключевой момент, потому что действительно этот рынок, он очень конкурентный. И если мы не понимаем, где нужна наша продукция, по какой цене она там нужна, все дальнейшее, оно становится бессмысленным. То есть, если нам, так, допустим, верхняя планка цены, условно говоря, 100 рублей, значит, наша себестоимость должна быть меньше 100 рублей. За счет чего мы эту себестоимость сделаем меньше 100 рублей? Какая модель должна быть? То есть на сегодняшний день можно констатировать, что то, что отсутствуют пока горячие разговоры и диспуты на высшем уровне о судьбе аграрного... Они должны быть профессиональными. Хорошо, нету слова. Об аграрном секторе, о будущем аграрном секторе, это все-таки можно отнести к минусам. Вы согласны с этим? Я думаю, что да. Вы же сами сказали, что на пару все готово уже. Этим вопросом надо заниматься более плотно. И еще вчера. Еще вчера, в субботу, вернее, в Рио-Главы встречался с главами сельских поселений Вингантау, и я думаю, что он, наверное, там то же самое и услышал. То, о чем мы сегодня говорим, потому что людей действительно это заботит, людей действительно это интересует, они понимают, что от этого зависит очень многое для них. И они привыкли к тому, что на селе посевная уборочная, это вот то, что называется час-год кормит. К сожалению, вот та тема, которую, как я сказал вначале, многие СМИ почему-то обошли вниманием, а именно итоги полугодия, они, в принципе, наверное, нужны были и важны. Потому что именно в таких разговорах, может быть, и мы начинаем понимать цель задачи. Я хотел бы много тем поднять, но я чувствую, что мы не успеем. Просто галопом по Европе у нас будет такой, наверное, такой стиль всего нашего сегодняшнего разговора, но, к сожалению. Поэтому я хотел бы, с вашего позволения, перейти еще к одной теме, которую вы, как политолог, достаточно квалифицированно, наверное, разложите по полочкам. Вот о предстоящих осенью выборах главы региона. Хотим мы того или нет, но об этом надо говорить. Хотя вот...
И вот на минувшей неделе главный информационщик в Рио главы Ростислав Мурзагулов в прямом эфире у нас сказал, что Ради Хабиров не собирается заниматься предвыборной суетой. Ну, недословно, где-то такой смысл был. А вот еще ранее вот он и дословно сказал, я прямо процитирую, главная особенность пиар-компании Ради Хабирова заключается в том, что никакой пиар-компании он не ведет и вести не собирается. Точка. Вопрос к вам, как политологу. Почему озвучивают вот такую позицию главный информационщик? Не потому ли, что в Рио это неинтересно, скажем так, нет времени или заранее уверен в благополучном исходе вот сентябрьских выборов? Первое, вот то, что делает в Рио, очень наглядно показывает, что он понимает, люди оценивают по делам. Не потому, как об этом будет сказано, а потому, как это будет сделано. Ну, это да, это естественно. И вот его встречи с людьми тоже показывают, что он с людьми умеет общаться. Умеет. И более того, он моментально зал может настроить в свою пользу, и люди уходят оттуда эмоционально влюбленные в него. То есть здесь проблем нет никаких вот с точки зрения коммуникации. То, что говорится о том, что никакой пиар-компании не ведет, любой политик сегодня публичный, он ведет свою избирательную кампанию с того момента, как он входит в эту должность, публичную избирательную кампанию. И это, в общем-то, такая прописная истина в политологии. То есть это вот лукавство, которое сказал, что он пиар-компанией не будет заниматься. И все специалисты знают, что это лукавство. Потому что это стандартная вещь. Любой политолог вам скажет, что любая избирательная кампания начинается на следующий день после окончания дня выборов. Поэтому у любого публичного политика пиар-компания хочет, он этого не хочет, она все равно признается или не признается. Она все равно идет, да. И политику лучше понимать, что она идет. И вести эту кампанию самому, чем плыть по течению и ждать, пока там за него кто-то эту пиар-компанию проведет и сделает. Вот это просто обидно за то, что нас вот принимают за людей недалеких, когда просто нам говорят, да нет, никакой пиар-компании не будет. Она идет, и она идет достаточно успешно в том плане, что у нас же ведь такое общество, где во многом определение статуса уже дает рейтинг. И для Рио главы с каким рейтингом он подойдет к 8 сентября или к 9 сентября, точно 8 сентября, для него это не пустой звук, это для него Нет, это... конечно, не пустой звук, и он работает. Ну, хотя бы то, что уже началась кампания по предварительному голосованию в рамках «Единой России», а он будет выдвигаться от «Единой России», это уже показывает, что он участвует в предвыборной кампании. Кстати, вот я знаю, что вы работаете в контакте с «Единой Россией». Скажите, пожалуйста, а можно ли предположение такое высказать, что, наверное, это было ошибочно, что он все-таки решил пойти в «Единой России»? Конечно, нет, я понимаю, что это указание центром. Это не указание центра. Давайте вспомним вот всю историю. Когда... Это долгая песня будет. Нет, вы просто скажете, да, нет. Это очень быстро. Он, когда уходил из республики на федеральный уровень, то он был исключен из «Единой изгоем Единой России. Исключен из «Единой России». И был восстановлен там. То есть у него история... Изгоем в региональном отделении, скажем так. У него история, она очень такая показательная. Вторая вещь. Когда он работал на уровне кремлевской администрации, то, конечно, для Кремля «Единая Россия» — это политическая сила, на которую опирается Кремль. И вот сегодня, если бы он отказался от этого, то это был бы знак минуса всей его предыдущей работе. Опа, я вот ловлю вас за язык. Вы говорите, отказался, значит, было указание или предложение? Нет. Указание или предложение, это, пожалуйста, к нему. Спрашивайте там, что было. Я исхожу из того, что я знаю, из этих вещей. То, что он идет от «Единой России», на самом деле, для него это плюс, потому что он показывает, что он как политик готов брать на себя ответственность. И он прекрасно понимает, он впрямую говорит, да, у нас. Но если сегодняшний башкирский рейтинг регионального отделения отрицательно скажется на результатах выборов, то тогда как? А вот это говорит о том, что надо над этим работать. Не пускать это на самотек, а заниматься повышением этого рейтинга, заниматься повышением доверия. Партии. И партии, и главы, конечно. Хорошо, вот глядите, вот со времен рахимовских выборов 1998 года в наш обиход вошел такой образ, лесник, вот по аналогии, помните, с единственным кандидатом противовес Муртаза Губайдуловича, это был, по-моему, министр лесного хозяйства Казакулов.
И вот, который на встрече со своим электоратом даже призывал голосовать за своего претендента единственного. Вот знаю, что вы тоже с Единой Россией, как бы скажем так, дружите, поэтому по Единой России региональное отделение выдвинуло на праймерис 4 человека. Ну, включая Хабирова, да, четвертого. И кроме него еще 3. Ну, не отстает и Башкирский риском КПРФ. Там почему-то на районной партконференции, нуждаясь республиканской конференции, они тоже выдвинули. Вот я всех этих выдвиженцев называю новым термином «лесные братья». Я не знаю, приживется или не приживется, но от слова «лесник» — «лесные братья». Вот как вы считаете, вот это игра выбора от местных политических партий? Или же все-таки наивная убежденность конкурентоспособности кого-то из новоявленных лесных братьев? У нас все партии, они все федеральные. И они не могут региональный выбор проводить вопреки тем положениям, там, политическим решениям, которые принимает партия. У той же «Единой России» принято политическое решение, что все, кто избираются от «Единой России», они проходят процедуру предварительного голосования. Поэтому эта процедура является обязательной для всех. Процедура должна быть конкурентной. Ну, конкуренты, хорошо. Но вот я с единственной кандидатурой Беляевым, мэром Кумертау, согласен. Это действительно передовой, мыслящий... Вы Байгускаров почему не воспринимаете? Байгускаров... Ведь он же поднял вот эту проблему с незаконной добычей. Нет, по Баймакскому району. За Урале, так сказать. За 2 года до того, как пришел глава. И он над этим бился. В одиночку, как вот определенный Дон Кихот и так далее, понимая, что он на этом получает себе там огромное количество проблем. Нет, я с уважением отношусь к Зарифу Байгускарову, считаю, что он патриот республики, но справедливости ради о судьбе и о разграблении башкирских кладовых за Урале камня, например, даже я делал сюжет еще в начале 90-х. Эта тема давно уже на слуху. Мы все видим и знаем, как плетняк это разворовывают, увозят. Но почему остальные это не подняли эту тему? Вот на уровне федеральных структур, чтобы этим заинтересовались правоохранительные органы. То есть вы хотите сказать, что, в принципе, те кандидаты, выдвинутые... Лисян Николаев, я понимаю, что... Но ее никто не знает. Да, я понимаю, что этот человек, который, может быть, даже где-то романтично заходит во все это, потому что, «Опора России» — это общественная организация. Так она сама недавно в «Опоре России». То есть она сама недавно, где она, где «Опора России», это еще вчера, сказать, вообще... Дело в том, что... Или и так вот разбавили для гендерного, скажем, равновесия. Человек все равно для себя получает какой-то опыт. И опять же, она же могла отказаться. Она могла сказать: нет, вы что, знаете, там маленький ребенок, я не могу и так далее. Найти поводы отказаться. Какой нормальный человек откажется от лишнего пиара? Есть. Да, ну бросьте. Есть такие люди, которые понимают, что этот пиар может быть им не в плюс, а в минус. Потому что пиар хорош, когда ты победитель. Неужели Единая Россия не могла найти вот действительно вот таких вот кого, ломов, лидеров общественного мнения? Кого? Да я ж не знаю. Я не знаю, кто в Единую Россию входит. Я никогда ни к одной партии не приближался слишком близко. Понимаете, если бы можно было сказать, что да, вот это лом, но вот его почему-то не поставили туда, тогда бы я с вами согласился. Но а кого из таких вот ломов не поставили? Вот вы сами говорите, Беляев как очень успешный мэр города, передовой, продвинутый, который там действительно показывает какие-то новые подходы. Но, к сожалению, ведь не раскрученный. А кого раскручивали до 2018 года? У нас понимаете, все были так в тени. Понимаете, у меня на той неделе был в гостях писатель Игорь Савельев, и когда вот мы тоже говорили на эту тему, какие перспективы у Радия Хабирова в сентябре одержать сокрушительную победу, я ему припомнил поэму Горького «В.И. Ленин». Помните, когда он писал о Владимире Ильиче, вот так глыба, вот так человечище, кого поставить рядом с ним? Некого. То есть получится так, что к сентябрю все эти потуги, Единая Россия, КПРФ, возможно, теперь и ЛДПР, Справедливая Россия тоже, как бы, скажем, включится в эту игру. Окажется, что к сентябрю-то, в принципе, достойных кандидатов с интересными программами. Это проблема Радия Хабирова? Что? Это проблема Радия Хабирова? Нет. Это проблема партии.
которые будут выставляться оппозиционными. Так это вопросы к ним надо задавать. Почему у вас не сформировались политические лидеры, которые могут быть интересны людям, за которыми стоят там сотни тысяч избирателей, которые сами по себе в политике значимые величины? Тогда еще такой вот вопрос к вам, уже как политологу. Вот чем силен, на ваш взгляд, на сегодняшний день в Рио главы перед грядущим сентябрем, чем силен? И в чем кроется, вот выражаясь молодежным сленгом, возможная засада для него? Он силен тем, что есть поддержка федерального центра, а сегодня вся политическая элита республики, она прекрасно помнит 10-й год, и она прекрасно помнит, что, как говорится, не было сильнее зверя, чем Муртаза Губайдулович, и тем не менее федеральный центр все это перебодал. И перебодал так, как ему захотелось в итоге. И поэтому здесь авторитет федерального центра, он абсолютен. Вот этот момент. Второй момент. У нас исторически человек, который находится во власти, он уже имеет рейтинг поддержки. Просто по статусу. Вот посмотрите. Ну, Хорошилова давайте вспомните. Незадолго до своей отставки... Хорошилова ведь тоже сидела на регионе, и в результате со скрипом. Хорошилов сидел на регионе? Я имею в виду первое лицо. Потому что все понимают, что в регионе первое лицо... Хорошилов был в качестве РИО. Помните выборы губернатора? Я имею в виду Республику Башкортостан. Ну, нет, я просто провел сравнение. Нет, я говорю о том, что у нас, потому что мы немножко отличаемся от других регионов. И у нас, допустим... Я не нашего башкирского Хорошилова имел в виду. Камчатского, да. Вот. Камчатского или... Дальневосточного. Ну, дальневосточного. Ладно. У нас не будет такой ситуации, как в Приморье. Не будет, потому что там немножко другое общество. Там немножко по-другому все сформировалось, чем у нас. Вот. И у нас то, что человек пришел, он получил этот статус, и вот тот рейтинг, который был у Хамитова, он сразу обнулился. Потому что он лишился статуса, а без статуса он не интересен. Еще буквально два вопроса я тоже хотел бы. Вот скажите, пожалуйста, повезло или не повезло по-человечески Хабирову, что его возвращение домой произошло практически за год до выборов? Тут ведь палка о двух концах. Либо за такой долгий срок грудь в крестах, либо последствия всего негатива, которые закономерно при ломке вот этой бюрократической старой машины, они падут и на его долю. Ну, срок на самом деле небольшой, и в этом отношении я бы сказал, что... Повезло или не повезло? В большей степени играет фактор определенной усталости общества от предыдущего руководителя региона. Вот если бы это проходит усталость постепенно. Конечно, но за год она не пройдет. Но а не получится так, что вот где-то ближе к сентябрю в народе начнет, сказать, копиться недовольство властями, и они как невольно будут проецироваться на фигуру Хабирова. Если не делать колоссальных ошибок в этом отношении, а стандартные ошибки делать, то это недовольство, оно еще не будет таким значимым массовым, чтобы там говорить о том, что Хабиров не наберет 70%. Хорошо, и последний вопрос такой, который, наверное, уместнее логически вытекает из всего нашего разговора. Вот политологи чутко реагируют на настроение общества. Вот через анализ публикаций в интернете, данные соцопросов, разговоры с людьми. Вот как реагируют на полугодичное руководство регионом, временно исполняющего обязанности? Что преобладает и в чем народ в основной своей массе, на ваш взгляд, прав? Ожидания позитивные преобладают у людей, и вот те действия, которые делают в Рио, они, в общем-то, воспринимаются позитивно, что да, надо наводить порядок. Вот здесь единственная ошибка: люди хотят не сильного человека, люди хотят победителя, люди хотят человека, который умеет решать проблемы. Вот сила в том, что ты умеешь решать проблемы. Не в том, что там кулаком по столу или еще что-то, а в том, что ты сказал, вот задача, вот эту задачу мы решим к такому-то сроку. На сегодня, ты ее решил. На сегодня Хабиров отвечает вот этим ожиданиям? Пока ожидания есть. И он отвечает? Пока еще срок очень маленький для того, чтобы говорить о том, что эти ожидания оправдались или не оправдались. Спасибо вам большое. Это была программа «Послесловие». У меня в гостях был политолог Владимир Савичев. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».